Салам алейкум, дорогие подписчики. Вы не думаете, что все арабские страны, они понимают Коран, или они как живут по Корану? М. Или все, кто читает намаз, держит пост, живут по Корану? Нет. По Корану, по Сунне живет тех, которые не понимают это арабский язык, те, которые понимают слово пророка Мухаммада. Даже когда мы были в Хадже, это в 2001 году, это в Мекке я сидела на этой скамейке, и у меня книга, это дуа, молитвы читаю. И рядышком ко мне подошла, сидела одна девочка, арабка, и она говорит: "Ассаламу алейкум". Я говорю: "Валейкум ассалам". Она говорит: "Вы арабка?" Я говорю: "Нет". Она говорит: "Как вы арабский язык, как это общаетесь это, без акцента?" Я говорю: "Ну, арабский я учила", говорю, "поэтому я общаюсь, разговариваю". Она говорит: "Вы где учились?" Я говорю: "В Судане я училась". Потом она говорит: "А я не умею читать". "А вы читать умеете?" Я говорю: "Да". Она говорит: "Я не умею читать". Потому что это, арабский язык — это литературный язык, да, а у каждой, стран, арабских стран, у них есть свой диалект. Эта девочка, я ее спрашивала, она из Сирии. Она сказала, что она, осталась сирота от мам, бабушка ее воспитывала, она в школе не ходила, школу как бы не учила. В арабских странах, если кто не учил школу или не учил, не ходил в среднюю школу, не может это говорить по-арабски чистый. Это одно. А кто, если не умеет читать Коран, это не понимает Коран тоже. Если это это Коран, это не их, это по диалект. Это книга Коран, это чисто арабский, это литературный язык. Если кто в школе это учился, средней школе, он понимает Коран, суры. Короткие суры они понимают, перевод они понимают. Вот это толкование суры они тоже не понимают, арабы. Толкование этой суры понимают тех, которые они знают арабский язык чисто, это как это литературный. Вот, как я, люди, которые учили, да, в арабские страны, это иностранцы. Вот иностранцы, которые это учили 5 лет это за границей, в арабских, я училась в Судане, кто-то учился это в Саудовской Аравии, кто-то в другие страны арабский язык. Арабские страны, они 5 лет учили, жили там, при условии, что если общались. У нас были девчонки, которые из этого Юго-Востока Азии, они не общались с это арабскоязычными. Мы общались. Кто общались по-арабски язык, да, 5 лет жили, они это могут, свободно читать суры, свободно читать это хадис и объяснить, и переводить и свободно объяснить. Вот. Потому что это в Судане мы и все экзамены сдали это, письменно, поэтому это разговорная речь не особо была. А в каждой комнате у нас по 3 девчонки арабки, они как это, м, как сказать, поместили. Запрещено было на своем родном языке разговаривать. Мы пообщались с ним на арабском. Мы как общительные девчонки были, девчонки из СССР. И вот, свободно мы, начали, говорить на арабский. А вот тех, которые не общались, они были, как сказать, спокойные, тихие, как это. Только они, между собой общались на своем родном языке Юго-Восток Азии, а вот Индонезия, Малайзия, Таиланд. Они арабски свободно не могли разговаривать. А мы общались, даже мы диалект, это суданский диалект тоже я учила там, в Судане. Каждый арабский страна, у них есть свой диалект. А вот это Коран понимает, это тот человек, который чисто знает арабский язык, литературный язык. Да. Вот, поэтому это не значит, что все арабы, они понимают Коран, хадис пророка, или как это все, которые мусульмане, они читают намаз, они понимают сура, Коран. Нет. Мы не понимаем, но мы любим, это наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Мы верим Аллаха, даже если мы не понимаем, да, но мы любим Аллаха, мы как это следуем, это религия. Не понимаем, это не значит, что мы не следуем за этой религией. Понимаем даже, мы следуемся этой религии. Мы верим, что Аллах есть. Он един, кроме Него никого. Мы как это не верим. Он един, Он не родился, не был рожден. Это сура Ихлас, 114 часть. Это сура, это сообщит о том, что скажи, о Мухаммад, Аллах Он един, не родился и не был рожден. Да. Вот, поэтому Аллахом един это поклоняем и верим Ему.
и не сотоварищем его. Это кроме Аллаха никого и ничего не верим. Если кого-то, чего-то, кто-то, если будет верить, кроме Аллаха, это считается ширк. Ширк – это сотоварищит Аллаха. Аллах прощает все грехи, кого Он это пожелает, а кроме сотоварищей. Коран сообщит тоже много аятов, это сообщит насчет ширка. Вот это хотела я вам рассказать, дорогие мои подписчики, дорогие мои просмотры. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, поделиться и подписаться. Благодарю за внимание.